Нарушение воздушного пространства со стороны Беларуси, Иран угрожает Трампу смертью и серия взрывов в Германии. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Российские войска окружают Угледар. Есть ли шанс удержать город? Ситуация вокруг Угледара стремительно ухудшается. План Трампа по окончанию войны и Зеленский на Генассамблее ООН вызывает бурную реакцию в РФ. Принудить Россию к миру невозможно. Силы обороны Израиля уничтожили практически всю верхушку Хизбаллы. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну а мы пока начнем. Российские войска не окружили Угледар в Донецкой области, но продолжают активное наступление, контролируя подступы к городу с 3 сторон. Пишут об этом в британской разведке. Констатируют они переход реки с востока, движение со стороны Торецка и северо-востока, укрепление позиций на юге от города. Военные прогнозируют, что в ближайшую неделю ситуация на этом направлении изменится вряд ли, так как российские силы добиваются постепенных успехов в районе города. Вероятно, российские войска одновременно атакуют несколько целей, чтобы растянуть украинские силы. Однако это также помешало России сосредоточить силы в одной точке линии, чтобы оказать более значительный эффект. По имеющейся информации, российские войска уже начали штурм окрестностей Угледара и продолжают оказывать давление на украинские позиции. Кроме того, британская разведка сообщает о боях в восточной части Торецка, а также о попытках российских сил продвинуться к югу от Покровска и в районе Часового Яра, хотя их продвижение там идет медленно. Об этом в том числе мы поговорили с человеком, который следит внимательно за всеми изменениями на линии фронта, военным обозревателем Денисом Поповичем. Ситуация вокруг Угледара стремительно ухудшается. То есть противник охватывает город. Да, правильная оценка, он не окружен физически. Однако он находится под угрозой окружения. И если украинское командование не имеет каких-то козырей в рукаве, какого-то совершенно неожиданного хода, которого мы сейчас не видим, то, к сожалению, единственным выходом, очевидно, будет отступление из Угледара. Для того, чтобы сохранить жизнь военнослужащих 72-й бригады, которая очень упорно в течение многих месяцев держала город. Но, к большому сожалению, военнослужащие и бойцы, и офицеры, командиры 72-й бригады не являются суперменами, и они не могут одной пулей убивать сразу 10 врагов. Это невозможно. И численное преимущество, которое здесь имеет российская армия, она очень упорно стягивала подкрепление в течение долгого времени. В течение всего лета практически она перебрасывала подкрепление под Угледар. Численное преимущество здесь, конечно же, сказывается. Кольцо окружения не замкнулось, и в городе по некоторым данным сегодня еще шли бои. Но я не думаю, что будут бои непосредственно в городе, то есть до уличных боев дело не дойдет, потому что ситуация развивается по военной науке. То есть город окружается как раз для того, чтобы избежать уличных боев. Украинские воздушные силы сообщили о том, что в воздушное пространство Украины залетела цель со стороны Беларуси. В нескольких северных областях была объявлена воздушная тревога, но дополнительных подробностей сначала не предоставили. Позже тревога распространилась еще на Киевскую и Житомирскую области. По предварительной информации, воздушное пространство Украины мог пересечь учебно-боевой самолет Як-130, принадлежащий военно-воздушным силам Беларуси. Также стало известно об ударном беспилотнике, который появился на востоке Киевской области и двигался в юго-западном направлении. Воздушная цель, низкоскоростная, на границе Киевской и Житомирской областей пересекла государственную границу с территорией Белоруссии, курс южный. Угроза от беспилотника была вскоре отменена. Воздушные силы Украины заявили, что нарушение пространства со стороны Беларуси не было зафиксировано. И, вероятно, информация о цели оказалась ложной. Напомню, в последние месяцы наблюдается некая напряженность на границе с Белоруссией из-за активности военной авиации и беспилотников, что приводит к частым объявлениям воздушных тревог.
Иран угрожает убить Трампа. Американская разведка предупреждает кандидатов в президенты от республиканской партии о реальных угрозах его жизни. Об этом пишут сотрудники предвыборного штаба 45-го президента. По словам главного по коммуникациям Стивена Чунга, цель подобных действий – дестабилизировать обстановку в стране. За последние месяцы эти угрозы стали более организованными, и правоохранительные органы активно работают над тем, чтобы защитить Трампа и не допустить вмешательства в выборы. 45-й президент, в свою очередь, тоже сделал несколько резонансных заявлений. К примеру, назвал Зеленского лучшим продавцом в мире и сказал, что россияне умеют сражаться, допустив их победу в войне. Я улажу войну в Украине, и я положу конец хаосу на Ближнем Востоке, и я предотвращу то, что никто другой не сможет сделать. Я предотвращу Третью мировую войну, а мы уже очень близки к Третьей мировой войне. Байден и Камала втянули нас в эту войну в Украине, и теперь они не могут нас оттуда вытащить. Они не могут нас вытащить. Я видел, как он говорит: мы победим, мы победим. Он говорит это уже 3 года. Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уезжает сотни миллиардов долларов. Я считаю его величайшим продавцом на земле. Но мы застряли в этой войне. Если я стану президентом, я добьюсь своего. Я добьюсь переговоров. Мы должны выйти. Байден говорит: мы не уйдем, пока не победим. Что произойдет, если победят они? Именно это они и делают, ведут войны. Как кто-то сказал мне на днях, они победили Гитлера, они победили Наполеона. Вот что они делают, они сражаются. Что имеет в виду Дональд Трамп, когда говорит, что мы выйдем из Украины, и как можно выйти оттуда, куда не заходил? Мы поговорили с человеком, специализирующимся на изучении американской политики, Владиславом Фарапоновым. Если мы посмотрим на его заявления, то они действительно сводятся к тому, что дружить или там контактировать с Путиным или там с другими авторитарными лидерами это не так страшно. И это, кстати, повторил в Киеве бывший директор ЦРУ и бывший госсекретарь Помпео, который сказал, что, мол, и не с такими пришлось еще и контактировать и сотрудничать, и намекая на Талибан и на свой опыт в этом деле. Что касается Трампа самого, то он хочет выдать Зеленскому несколько комплиментов. И вот эта фраза касательно того, что Зеленский самый лучший продавец в истории, это тоже часть комплиментов Зеленскому. Это не негатив, это наоборот одна из высших оценок от Трампа, которые только он мог придумать. И, конечно же, это нарратив о том, что только Трамп может закончить войну России против Украины. Это то, что его как раз электорат, его сторонники видят в нем как один из главных приоритетов во внешней политике. Это окончание конфликтов определенных. Владимир Зеленский в это время выступает в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке и призывает принудить Россию к миру. Говорит, что войну нельзя успокоить только переговорами. Зеленский обратился к западным лидерам с просьбой поддержать его так называемый план победы, направленный на завершение войны. Президент Украины подчеркнул, что война окончится не потому, что кто-то устанет от нее, и не в результате сделок с Владимиром Путиным. Таким образом, Зеленский отвергает предложение о возможных уступках части украинских территорий, захваченных Россией, в обмен на урегулирование конфликта или прекращение огня. Но на само выступление отреагировал и представитель России в ООН Небензя, который был против того, чтобы даже давать президенту Украины слово на Генассамблее ООН. В условиях запредельного низкого уровня его поддержки населением он испытывает животный страх лишиться власти, потому что понимает, что его ждет расплата за все те преступления, которые он совершил, находясь на посту. Напомню, очередные выборы должны были состояться 31 марта, но Зеленский отменил их под предлогом военного положения, что противоречит основному закону страны. Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, не столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы. В Кремле оперативно отреагировали тоже на заявление о принуждении к миру, менее агрессивно и более привычно. По типу «мы и так за мир, это все не мы». Принудить Россию к миру невозможно. Россия, собственно, является сторонницей мира.
но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией. Но без достижения этих целей принудить Россию невозможно. На что или на кого должны подействовать слова Владимира Зеленского? Какие выводы можно сделать в целом из заседания Генассамблеи ООН? Мы спросили у того, кто отслеживает и анализирует все события, связанные с Соединенными Штатами Америки, у главы Института американистики Владислава Фарапонова. Такой сигнал России, что как бы не было неприятно, мягко говоря, президенту Зеленскому, он готов пойти на то, чтобы Россию пригласить на так называемый второй саммит мира и так далее. Это, конечно же, такая риторика, она, я думаю, вызовет большое уважение среди американской аудитории. Это очень для них выглядит, как мне кажется, благородно и даже жертвовно. И поэтому, конечно же, это и направлено и на коллективный Запад в том числе, конечно. То есть показать, что несмотря на все российские преступления, несмотря на весь ужас, который Россия принесла Украине, украинцам, все равно президент Зеленский, именно он является лидером в плане продвижения вариантов окончания войны. И про это тоже говорят американцы, что, к сожалению, нарратив про то, что Украина не предлагает или Украина не видит вариантов окончания войны, он достаточно уже глубоко окунулся в американское медиапространство и так далее, и его, конечно же, надо искоренять. Силы обороны Израиля утверждают, что точечными ударами уничтожили практически всю верхушку Хизбаллы. По утверждениям Цахаль, в живых остались несколько руководителей, в том числе и лидер организации Хасан Насралла. Хизбалла, в свою очередь, утверждает, что нанесли удар по штаб-квартире Моссад в пригороде Тель-Авива. Представители группировки заявляют, что атакованный командный пункт был ответственен за ликвидацию нескольких лидеров их движения и взрывы пейджеров в Ливане. Сообщается, что удар был нанесен баллистической ракетой Кадр-1. В ответ Израиль сообщил об уничтожении пусковой установки, с которой была произведена эта атака. Цахаль опубликовали видео, подтверждающее эту операцию. Что происходит и почему даже такие действия сторон не приводят к эскалации, мы спросили у военного обозревателя Дениса Поповича. Уничтожение средств связи, управления и максимальная, скажем так, максимальная зачистка лидеров, которые являлись носителями этих гаджетов, средств связи, и пейджеров, и мобильных телефонов, которые служили для организации коммуникации между лидерами Хизбаллы. То есть это подготовительные мероприятия прошли. Были даны соответствующие обращения Беньямину Нетаньяху с призывом покинуть территории до тех пор, пока операция Цахала не начнется. Она до сих пор не начинается. Я могу это объяснить лишь тем, что очевидно, командование Израиля пока еще не приняло решение о том, что момент для такой атаки удобен. То есть мы сейчас видим, что происходят бомбардировки постоянно, мы сейчас видим, что идет обмен ударами. Очевидно, еще какие-то подготовительные мероприятия ведутся. То есть вот таким образом могу объяснить вот эту вот задержку с началом активной фазы наступления, которая, в общем-то, как мы все прекрасно понимаем, и вы сами об этом говорите, уже созрело. В Кёльне снова прогремел взрыв, сообщает немецкое издание Welt. Это уже третий инцидент за последние 2 недели. Взрыв произошел ночью в 2:45. Вспыхнуло кафе после этого на первом этаже жилого дома. 20 человек были эвакуированы, 2 получили легкие ранения и отравление угарным газом. Причины взрыва пока не установлены, но полиция выясняет, связан ли этот взрыв с недавними поджогами в Кёльне и серией взрывов в Северном Рейне-Вестфалии. Следствие подозревает, что за инцидентами может стоять конфликт между наркоторговцами. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые видео. Мы вам благодарны за это, и для того, чтобы смотреть нас было безопаснее, если вы находитесь на территории России или Беларуси, то можно это делать через VPN. Как именно, мы прикрепили инструкцию к этому видео. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.